мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. «Альпийская баллада», «Я Франциск Скорина», «Облака», сериал «Государственная граница», «Батька», «Волчья стая». Я уверен, что многие из этих фильмов вы смотрели и еще не раз будете смотреть с интересом. Почему? Потому что они о настоящем, они о мужественных людях, они о переломных моментах нашей истории. В них есть все – любовь, романтика, трагедия, драма. И главное, в них есть правда. А режиссером этих фильмов был человек, который превыше всего в жизни и в искусстве ставил принципы правды и честности, порядочности. Звали этого кинорежиссера и настоящего человека Борис Степанов. Борис Михайлович Степанов, он был, так можно сказать, крестным отцом моим в кино. Потому что первая картина «Альпийская баллада», это вот с Борисом Михайловичем, он режиссер. И я помню, когда я его в первый раз увидела, он мне показался таким каким-то замкнутым, угрюмым. Вот, но когда в процессе работы я просто поняла, что он очень добрый человек, и что это была какая-то защитная реакция его. И я очень любила ему рассказывать анекдоты. Он как режиссер это выслушивал, потом переваривал в себе, как бы выстраивал его, и часа через два он реагировал на него. Вот он встречал меня, говорит, а что это? А это сказал, а это так. То есть он был режиссер вот в полном смысле слова, режиссер. И очень глубоким режиссером. И даже вот если посмотреть, что он за всю свою жизнь снял не так много фильмов, потому что он не брал все то, что ему предлагали, он ждал своего материала. И я думаю, что Борис Михайлович – это единственный режиссер на студии, который не ввязывался ни в какие интриги, ни в какие коалиции. Он был сам по себе, вот как айсберг такой, очень добрейший. И когда он улыбался, это был совершенно другой человек. Это был солнечный человек. И я очень рада, что мне посчастливилось с ним работать. Я снималась у него в «Батьке». Я озвучивала много у него ролей в других фильмах. Вот, и я счастлива, что меня судьба свела с Борисом Михайловичем. У меня просто самая светлая память о нем. Ивану!
Кинорежиссером он стал совершенно случайно, и это был счастливый случай. Он закончил Ленинградский кораблестроительный институт, но однажды в Москве встретил друга, который поступал на режиссуру в ВГИК, и тот попросил пойти вместе с ним на собеседование. А собеседование проводил известный советский кинорежиссер, любимец Сталина Григорий Александров. Александров обратил внимание на Бориса Степанова, разговорился с ним и посоветовал поступать в ВГИК. Тот рискнул и поступил. Во многом его жизнь, его судьба была определена на долгие годы. К сожалению, годы эти оказались не такими долгими. Но то, что он сделал в кинематографе, вошло в золотой фонд не только белорусского кино. «Я, Франциск Скорина» фактически первый исторический белорусский фильм, если не считать фильма Костусь Калиновский, который был снят на заре национального кинематографа. «Альпийская баллада» – потрясающий фильм о войне, фильм о любви, которая сильнее смерти. И самое потрясающее в этом фильме – игра актеров Станислава Любшина и начинающей тогда актрисы Любови Румянцевой. Этот фильм был удостоен главного приза на кинофестивале в Дели. «Батька» – фильм о командире партизанского отряда, фильм о человеке, который пережил трагедию, гибель своих детей. Юрий Горобец на 5-м всесоюзном кинофестивале в Тбилиси получил главный приз за исполнение мужской роли. И, конечно же, «Государственная граница» – фильм о мужестве, героизме, фильм о настоящих людях, о том, что в человеке определяет его сущность, о том, что определяет в нем его отношение к долгу и к своему делу. Созвездие актеров: Вия Артман, Юрий Каюров, Марина Дюжева, Игорь Старыгин, Александр Денисов и другие. Фильм был удостоен государственной премии БССР. Первый, новелла в своеобразном сборнике молодых кинорежиссеров «Рассказы о юности». И фильм последний, к сожалению, и законченный и Богу, и дьяволу. А между ними вся жизнь. Жизнь в кинематографе. К сожалению, не все сбылось, не все получилось, но он всегда стремился к самому главному в своей профессии, к профессионализму. А профессионализм – это знать, что, когда и как делать, а он это умел. Да, не все сбылось, потому что от судьбы не убежишь, не спрячешься. Знакомым были еще во ВГИКе. С ним было интересно. Во-первых, значит, человек был начитанный, много читал, много знал, и с ним можно было поговорить на любую тему. Вот эта среда ВГИКовская, конечно, воспитывала в значительной степени мастеров, и режиссеров, и операторов. Мы с полслова всегда понимали друг друга. Вот что не происходило с другими режиссерами, которые где-то учились в других местах. Это удивительная вещь. Там приходилось доказывать, что-то убеждать. А здесь мы мгновенно, так сказать, раз и все окей. Все приходили на съемку с удовольствием. Это очень важно. Хорошее настроение создать. Вот, это вот, надо отдать ему должное, он это умел. Это он умел, потому что человек высокой культуры, он и стал изучать польский язык. Я удивился, почему. На почтампе продавался польский журнал «Фильм». Там была информация не только о польском кино, но и о мировом, что не всегда у нас попадала советская, значит, печать.
И он для этого изучил польский язык, потом информировал нас новыми новинками. Откуда, Борис? Значит, вот я читаю, понимаете, он знал уже польский язык. Человек был очень интересный, сложный был характер, обидчив был. Вот это надо дать должное, он мог обидеться на что-то такое. Вот. Немножко скрытный. Но не помешал ему нести свой вклад в белорусское кино, значительный вклад, я бы сказал, да. И пронести через свою жизнь любовь к кино, к творчеству, к белорусскому кино, к национальному белорусскому кино. Лиза мне учительницей будет, как ты. Сергей больше военным делом интересуется. А вот куда Мишух потянет — вопрос. Не торопись. Так ведь растут же. Давно ли Лизу пеленала, вот смотришь? Невеста. Тамара Филипповна Степанова, жена, так не хочется произносить это горькое слово, вдова Бориса Михайловича, рассказала нам о первых шагах в кинематографе ее мужа. Кстати, сама она для телевидения человек не посторонний. Очень долгие годы она проработала режиссером на белорусском телевидении и была режиссером моей первой программы, когда я еще был студентом. В 1957 году Борис Михайлович Степанов закончил ВГИК и попросил, чтобы его направили на киностудию «Беларусьфильм». Сначала он работал ассистентом у знаменитого Корж Саблина, а своей работы серьезно, самостоятельно у него тогда не было. И вот однажды, будучи в Москве с Тамарой на улице, совершенно случайно они встретились с Любовью Петровной Орловой и Григорием Александровичем Александровым. Ну, естественный разговор и, естественно, вопросы. Как дела, что снимаешь, над чем работаешь? И когда Александров узнал, что работы как таковой серьезной у Степановой нет, он предпринял интересный шаг. Он решил помочь не только ему, но и молодым белорусским кинорежиссерам. В газете «Советская культура» появилась статья, где он обращал внимание на проблемы белорусских молодых кинорежиссеров. С мнением мэтра советского кинематографа считались тогда и в Белоруссии. И вскоре молодые белорусские кинорежиссеры сняли фильм, который назывался «Рассказы о юности», а в этом фильме была новелла, которую снял Борис Степанов. Это было его начало в кинематографе. Говоря о семейной жизни, Тамара Филипповна как-то, между прочим, произнесла такую фразу: «У нас никогда не было в семье ссор, и мы никогда не скандалили с Борисом. И еще, он никогда ни о ком не говорил плохо. Никогда». Это была не просто черта его характера, это был один из основных его принципов жизни. Никогда ни о ком не говорить плохо. Я сейчас в Квен грохнусь. Грохнись. Он был очень правильным человеком. Он брался за работу только когда не просто так, чтобы что-то снять, а именно когда во что-то очень верил. Ну, я не говорю, что он снимал ах, какие картины, но к литературе относился очень достойно и всегда литературу брал хорошую. Не мешал его порядочности, потому что он никогда не мог никого заставить так до себя работать во все, или сподричить и у кого-то что-то отобрать. И он ни в какую группировку не входил никогда. Удивительно, что все-таки он получал какие-то картины и делал. Все его картины очень честные. Мы тогда играли
ну, такая у нас была игра, сколько процентов правды в каждом произведении, что ты делаешь. И, в общем-то, он старался брать, чтобы это было бы хотя бы за 50% правды. И это большое дело, потому что он не брался за тему, которая, ну, где-то конъюнктурная была, где-то для кого-то, может быть, можно было бы сделать себе карьеру. Нет, он никогда за это не брался. А вот это вот процент правды, мы даже для себя, ну, это не на худсоветах, а для себя между собой такую оценку давали картине. Вот здесь 80% правды, поэтому мы пробиваем этот сценарий. Но не всегда получалось. Но, в общем-то, среди режиссеров это редкость быть таким честным, порядочным и правильным. Поэтому, может быть, ну, так, вся его, ну, творческая жизнь прошла, ну, можно сказать, без взлетов, но честно. Это случилось в 1987 году в Кулябе, на границе с Афганистаном. Шли съемки фильма «Красные пески» из сериала «Государственная граница», и фильм этот был посвящен борьбе молодого советского государства с басмачами. Недаром говорят, Восток – дело тонкое. Восток загадочен, коварен, и с человеком на Востоке может произойти все, что угодно, необъяснимое и невероятное. Надо напомнить, что год 87-й – год продолжения военных действий на территории Афганистана. Но жизнь продолжалась, брала свое, шумные праздники, базары, а на базарах и праздниках появлялись разные люди, и сейчас очень трудно восстановить цепь событий, и кто, и как, и в чем виноват, но произошло действительно страшное, ужасное. Болезнь поразила очень многих людей, сотни, тысячи болели, диагноз было восстановить трудно, болезнь часто заканчивалась летальным исходом. Заболело несколько человек в киногруппе, в том числе и Борис Михайлович Степанов. Практически были поражены все внутренние органы. И самое страшное, он потерял зрение. Его привезли в Минск, потом Москва, клиника глазных заболеваний академика Вячеслава Федорова. 4 операции за 7 месяцев, зрение восстановили. Это был счастливый момент, но счастье продлилось недолго. Еще одно заболевание, страшное, мучительное, размягчение костей. 27 ноября 1992 года Борис Степанов, заслуженный деятель искусства Республики Беларусь, лауреат государственной премии, известный кинорежиссер, умер в возрасте 64 лет. Наступил день съемки эпизода в Альпийской балладе «Водопада», где я должна была раздеться. Но в то время раздеться это было что-то как бы совершенно позорное. Но он настолько убедил меня, что это по сюжету необходимо,
что я помню, я когда разделась, я как бы даже не почувствовала стыда. И потом действительно на экране вот этот эпизод, он несет как бы такую смысловую нагрузку. Он был такой неторопливый, несуетливый режиссер, который долго сам через себя все это пропускал, потом говорил, что надо делать. Иногда даже когда репетировали, там, когда мы переходили перевал, и он даже во время репетиции изображал ветер и ходил вокруг нас и делал так у-у-у-у. То есть создавал вообще полное ощущение, вот, чтобы нам помогать как-то почувствовать это. Снимали фильм 4 месяца, и все это происходило в горах. Вот. А в быту он был очень стеснительный, очень скромный. Я бегала босиком, очень трогательно как-то всегда смотрела, говорит, может быть, одень пока, обуйся пока мы не снимаем. В общем, очень трогательный был человек и в быту. Он никогда как бы не навязывал, он только говорил, а может быть, давай еще так попробуем, а как ты вот думаешь, как лучше, вот так лучше, как тебе ближе. Ну, то есть это был актерский режиссер, и не зря в его фильмах очень много актерских удач. Он не выпячивался как режиссер. Он был очень, понимаете, тонкий. При всей, казалось бы, такой угрюмости, такой какой-то вот глыбе человеческой, он был очень тонкий человек. Я попала к нему совершенно случайно. Это посоветовал Слава Любшин, он был уже утвержден на эту роль. И когда я приехала на пробы, Борис Михайлович как-то вот, я не знаю, он сразу расположил меня к себе. Вот, наверное, любовь с первого взгляда. Он был однолюб. Хотя там и Любшин и предлагал и поменять актрису. В общем, всякие ситуации были. Но он однолюб. И я ему за это очень благодарна. Каждый год в день его смерти, и вот уже на протяжении 12 лет, на ступеньках здания киностудии «Беларусьфильм» собираются те, кто с ним работал, кто его любил, кто с ним дружил и помнит. Они ждут Тамару Филипповну, его жену, для того, чтобы вместе поехать на кладбище и помянуть коллегу, друга, товарища, известного кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Бориса Степанова. Они собираются, потому что помнят. А разве этого мало, когда тебя помнят? Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к
поднять нам уста. И